В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Сразу две аварии произошли в Якутии за минувшие сутки. Есть погибшие и пострадавшие. 12 новых случаев. О ситуации с распространением COVID-19 в Алдане расскажем в этом выпуске. Стартует прием заявок на участие в новой программе Skills Camp. Для чего она нужна и кто может принять участие. Три человека погибли в результате двух ДТП в Якутии за минувшие сутки. 5 человек получили травмы. Первая авария произошла на 47-м километре автодороги Умнас. Погибли две женщины 27 и 32 лет. Двое детей получили различные травмы, однако благодаря детским удерживающим устройствам и ремням безопасности удалось избежать жертв. Как выяснилось позже, погибшие не были пристегнуты. В этот же день на 68-м километре дороги Амга 30-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Surf, не справилась с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Один пассажир получил перелом лодыжки ноги. В момент ДТП в салоне находились 3 пассажира, в том числе 5-летняя девочка. И вновь, благодаря детскому удерживающему устройству, ребенок травм не получил. Росавиация подготовила проект постепенной отмены ограничений для авиаотрасли. Предусмотрено 3 этапа. На первом посадка в самолет должна проходить с соблюдением мер социального дистанцирования. Пассажиры должны быть пристегнуты во время всего полета. Вставать можно только в туалет. Очередь туда должны контролировать бортпроводники. Питание будут поставлять только в герметичной упаковке, напитки в индивидуальной. На втором этапе пассажирам только разрешат свободнее перемещаться по салону лайнеров. На третьем этапе сохранятся только 2 ограничения. Повальное измерение температуры у всех входящих в аэропорт и закрытые кафе и магазины в аэровокзалах. Бортпроводники на всех 3 этапах должны в полете носить маски и перчатки. 81 новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 56 случаев в Якутске, 12 в Алдане, 4 в Мирном, по 3 новых случая в Намском и Мегино-Кангаласском районах, 2 в Ленском районе и 1 в Татинском. Более подробно об эпидобстановке в Алдане нам готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. Он на прямой связи со студией. Руслан, я тебя приветствую и тебе слово. Здравствуй, Настя. За минувшие выходные в Алдане выявлено чуть более десятка случаев заражения ковид. Практически все они с Нижнеякутского участка золотодобывающей компании «Селигдар». Территория участка находится в изоляции и под особым контролем, доложил глава района, начальник оперштаба Северин Поздняков. В общей сложности сейчас в отделении лежит 27 человек. Если говорить о поступивших, основная часть, конечно, это с участка Нижнеякутского ПАО «Селигдар». Там на сегодня вместе с Роспотребнадзором и другими контролирующими ведомствами разворачивается работа по, так сказать, локализации и недопущению распространения очага. Но, тем не менее, у нас есть и больные с Томото, и больные с Нижнего Куранаха, что также вызывает серьезную озабоченность и этими поселками. Поэтому, конечно, сейчас в нынешнее время, когда у нас идут последние звонки, когда близится праздник такой Ураза-Байрам, еще раз хотел бы с помощью уже телевидения обратиться ко всем людям, которые в эти теплые, так сказать, уже предлетние дни будут выходить на улицу, праздновать, все-таки воздержаться от больших крупных праздников и лучше поберечь себя и поберечь своих близких. Сергей Николаевич, не дадут ли нам эти очаги возвращения к старому, к той нулевой точке, с которой мы начали, и объявлению второго карантина? Вы знаете, все зависит же от нас. То есть, как будет распространяться вирус на территории, каким образом будет контролироваться эпидситуация и как она будет развиваться. Все зависит только от этого. Специально кто-то карантин вводить не собирается, но если ситуация будет ухудшаться, то этот вопрос вновь встанет на повестке дня.
Мэр Алдана Александр Бугай также попросил населения соблюдать все меры безопасности и режим самоизоляции. Хотя с этим справляться все труднее и труднее. Теплые дни и приближение лета не дают населению сидеть на месте, что провоцирует эпидемиологическую ситуацию. Мы первые, кто попал в карантин, да, сегодня 14 дней, как снята эта блокада, да, но ситуацию в карантине удерживали, но сегодня картина очень противоположная. Лето на улице, потеплело, все вышли, соскучились по машинам, да, все сели за руль, все вышли на улицу, да, на это, в общем, начали наблюдаться нарушения дистанции, собираются группы людей, особенно молодежь, которая гуляет, да. Но меры очень жесткие, мы нарушаем все указы главы республики. Ну, во-первых, что можно сказать? К родителям обратиться. Мы всегда говорили, что коронавирус – это болезнь старых, да, людей 65 и плюс, да, ну, молодеет эта болезнь. На сегодняшний день родители, заботьтесь в первую очередь о себе, о своих детях. Это неожиданная болезнь, которая может подкрасться любому, да. В Алданском районе завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации по графику прекращают поставки тепла. С начала июня начинается реализация ремонтной программы на объектах тепловодоснабжения. И, как рассказал нам директор Алданского филиала общества «Теплоэнергосервис» Кирилл Балаганский, режим самоизоляции не нарушит эти планы. Значит, отопительный сезон по Томодскому кусту завершается 23 числа. По Алдану, включая Куранах, 30 числа. Значит, по ремонтной программе. Ремонтная программа утверждена, сформирована. Ну и на самом деле, в принципе, она уже идет. Да, как по тепловым сетям, так и по котельному оборудованию. Ну, конечно, несмотря на то, что карантин, да, по городу Алдан и самоизоляция населения, да, внесла свои коррективы, но уже сегодня мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что объекты филиала к отопительному периоду 2021 будут готовы на 100%. Такая вот обстановка у нас на сегодня. Мы следим за развитием событий. Анастасия. Руслан, большое спасибо за подробную информацию об эпидемиологической обстановке в Алдане. Нам рассказал наш корреспондент Руслан Павлов. Мы продолжаем наш выпуск. Вскрытие реки Лены произошло у села Кюсюр Булунского района Якутии. И это на неделю раньше нормы. Уровни воды при вскрытии в пределах средних значений. Вскрытие у метеостанции имени Хабарова ожидается 29-31 мая, что также на неделю раньше нормы. Отмечается, что на реке Лене преобладает повышение уровней воды с интенсивностью от 10 до 50 сантиметров за сутки. На участке Витим-Пеледуй в ближайшие сутки ожидается максимум второй волны весеннего половодья и дополнительный подъем на 15-25 сантиметров. Хозяйства Амгинского района переходят на летнее пастбищное содержание, а это значит, что для поголовья крупного рогатого скота началась прекрасная и сытная пора. Амгинский район входит в тройку лидеров по количеству летних ферм. В этом году из 10 наслегов 59 хозяйств перейдут на летние фермы. Также район уже на 16% выполнил план по сдаче молока. К слову, таких результатов помогает достичь республиканская программа «Саилык». Грант на сумму 4,5 миллиона рублей получили хозяйства имени Тимофея Лукина и Кескил. Ранее субсидии получили еще 2 хозяйства. В Амгинском лусе зимовка скота и лошадей прошла устойчиво. В данный момент хозяйство наше приезжает Саилка, летники. В данный момент перешли на хозяйство Саилка 2341 голов, в том числе коров 1261, молодняк 1080. А также в конце этого месяца приезжает телята и некоторые хозяйства. В общем, 70% Амгинскому лусе на Саилка вышли.
В Якутии онкологический диспансер работает в штатном режиме. Напомню, COVID-19 был обнаружен у 11 пациентов и 2 медработников. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, медицинская помощь онкобольным оказывается в полном объеме. Состояние 2 медики оценивают как средней тяжести, а первый заболевший в силу основного заболевания находится в тяжелом состоянии. У остальных болезнь протекает в легкой форме. Московская полиция задержала жителя Нижневартовска, который попытался захватить заложников в отделении банков в центре столицы. Молодой человек заявил, что у него бомба, однако позже оказалось, что у него только бутылка вина. К счастью, никто не пострадал, рассказывает Татьяна Гамозова. В субботу в Москве молодой человек захватил заложников в банке на Земляном валу. По сообщениям очевидцев, он угрожал взрывом и заблокировал основной вход в отделение, хотя большинство посетителей и сотрудников сразу же покинули его через черный ход. К месту событий прибыли службы правопорядка и спецназ, район был оцеплен. Сообщалось также, что захватчик требует денег, а затем, что он заявил сотрудникам банка, цитата, «Мне нужна только правда». По словам представителя московской полиции, мотивы мужчины устанавливаются. Могу сказать, что мужчина – это житель России, он сюда приехал из другого региона, и непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, потому что в этом вопросе сейчас разбираемся. Также в МВД сообщили, что захватчик – это житель Нижневартовска Алексей Барышников. Как пишет газета «Коммерсант», оперативники поняли, что молодой человек не вооружен из инстаграм-трансляции одного из заложников. На ней также было видно, что злоумышленник, вероятно, не трезв. После этого спецназ пошел на штурм и задержал преступника. Стартует прием заявок на участие в новой программе Skills Camp. В ней могут принять участие педагоги, методисты учреждений дополнительного образования Якутии, а также практики, эксперты, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования детей. Все программы, разработанные в рамках Skills Camp, будут направлены на развитие у детей Якутии базовых навыков, необходимых для становления креативной экономики в республике. Лучшие образовательные программы будут рекомендованы для апробации. Заявки будут принимать до 3 июня включительно. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.